Гордая, не обладающая особенными познаниями касательно техник, Шион предстает как обуза для ниндзя деревни Скрытого Листа, которым поручено ее охранять от Йоми и его приспешников. Под конец приключения сердце жрицы тает, и вместе с Наруто она уничтожает демона Морио. Давным-давно у Амару была хворь, которая не поддавалась излечению. Ее сторонились и избегали, из-за чего жизнь казалась девочке ужасной. Однажды странник Шинно навестил Амару и исцелил ее, после чего благодарная девушка согласилась странствовать вместе с ним и стать его ученицей. Путешествие заводит их в Скрытый Лист, пострадавший от нападения ниндзя из Страны Неба. Там они встречают главных героев и помогают лечить раненых. Когда Шинно спасает Амару от ловушки и погибает, из девушки вылезает Нулехвостый и атакует Наруто с Сакурой. Первому удается силой Девятихвостого одолеть монстра, и вместе они отправляются освобождать захваченных Страной Неба людей. Прибыв на место, Амару узнает, что Шинно не просто жив, а к тому же управляет всем этим. Вместе со старым другом Саски Наруто побеждает злодея и при разрушении крепости летит в свободном падении в обнимку с Амару. Они приземляются на Гамабунту и расстаются. В детстве Сара была веселой и добродушной. Ее характер закалила смерть матери, после чего героиня стала более упрямой и жесткой. Однако, вслед за упрямством проявились и такие качества, как решимость и чувство собственного достоинства. Ей предстояло занять трон Рорана, но у Мукаде, которого Сара считала союзником, были другие планы на этот счет. Когда обман раскрывается, ей вместе со спасшим ее Наруто удается одолеть злодея. Впервые Рюзетсу появляется, когда Наруто попадает в кровавую тюрьму. Девушка говорит ему, что бесполезно сопротивляться местному режиму. Во второй раз, когда Наруто пытается бежать и падает в океан, спасает того и рассказывает свою историю. Она оказывается из особого отряда скрытой травы, целью которого было предотвращение открытия таинственного ящика. После Рюзетсу снимает свой зеленый платок и вспоминает про Муку, сына главного антагониста Муи, которого она любила и который пожертвовал своей жизнью ради открытия ящика, оставив после себя лишь платок. В конце, вместе с Морои и Наруто, они устраивают переворот, после чего Муи воскрешает своего сына Муку. Как оказалось, Муку сошел с ума в ящике, превратившись в Сатори. Он смертельно ранит Наруто, но Рюзетсу спасает главного героя, жертвуя своей жизнью.